Все в лучших традициях столовой. Добрые повара и вкусная еда. Назрановская 12-я школа – одна из претенденток на звание лучшей школьной столовой. Взрослые повара и их маленькие помощницы в белых фарточках и платочках накрывать на столы начинают не раньше, чем за 5 минут до прихода учащихся, чтобы еда не успела остыть. Мадина Хамхоева сегодня дежурная среди первоклашек. Мы раздавали хлеб, кладили салфетки, раздавали чай, и еще ложки и каши. Главные критики, конечно, дети. Маленькие дегустаторы определенно довольны столовской едой. Грызть гранит науки на сытый желудок им куда легче и приятнее. Лила Целоева школьные завтраки никогда не пропускает, хоть и успевает поесть перед уроками дома. У нас всегда бывает каша, и иногда у нас чай с лимоном, а иногда еще какао у нас бывает. И хлеб всегда бывает. В Назрановской 12-й школе 12 начальных классов. Все они получают бесплатные завтраки. Но помимо них в этой столовой питаются и педагоги, и остальные учащиеся. Пустые тарелки – лучшая похвала поварам. Еда готовится не только с душой, но и с учетом требований Санпина и Роспотребнадзора. Меню в школьной столовой рассчитано на неделю. Меню у нас разнообразное. Сейчас с прошлого года мы питаем детей бесплатным питанием. Мы варим каши им, какао, кофе и так далее и тому подобное. Дети очень довольны, насыщенный завтрак, и масло, и сыр, и яйцо, и так далее. И дети все относятся фрукты, потом печенье, такие вещи. Дети очень воспринимают хорошо. Довольны условиями, созданными в столовой, не только сами дети, но и родители. Их комитет тоже на страже школьного питания. Я вхожу в родительский комитет, и поэтому периодически посещаю школу. Нас доля проводит по кухонной зоне, готовке зоны и показывает, как и что. На случай, например, выявления отравлений стоят все время пробы. 2 дня стоят пробы каши, приготовленных. Всероссийский конкурс «Лучшая школьная столовая» организован Минпросвещения России и Всероссийским педагогическим собранием. Он проходит с 11 октября по 1 декабря в 3 этапа – муниципальный, региональный и федеральный. Участвуют в нем как сами общепиты, так и его работники. Стаж и возраст значения не имеют. Конкурс охватил около 130 общепитов образовательных учреждений региона. Конкурс, соответственно, мы решили все-таки принять участие в этом конкурсе, потому как были очень хорошие отзывы со стороны родителей. Все работники нашего пищеблока, у них соответствующее есть образование. Они в этой сфере работают не первый год. И нашим деткам ужасно нравится в столовой проводить время. Самое главное, конкурс, он связан у нас в настоящее время с чем? Вот мы по итогам этого конкурса мы узнаем вообще настоящую картину нашей школы по организации горячего питания. Критерий очень много. То есть по пищеблоку, значит, по состоянию самого пищеблока, наличие технологического оборудования, соответствие с нормами, с Роспотребнадзором, нормами. То есть составление меню. Очень много критериев. И это как на школьную столовую критерий, также есть и на лучшего повара. Номинация «Лучший повар». Да, значит, профессиональные качества, кулинарная продукция. То есть вот это все у нас разграничено и направлено современные школы. Школы готовятся в настоящее время и работают. Уже 21 октября стартует региональный этап конкурса, который продлится до 5 ноября. Конкурсантов будут оценивать профессиональная комиссия, состоящая из экспертов научных учреждений и индустрии питания. Тамара Хшагульгова, Акрамат Дасхоев, Новости 24.